Ильнар Соловик, у вас есть вопросы? Нет, вопросов нет. Самат Хаштубекович. Вопросов нет. Да, пожалуйста. Скажите, уважаемый Талабек Усконович, вот вы сказали, что на стадии доследственной проверки все следственные действия проводят, то есть вот эти действия следователя производятся на основе возбужденного уголовного дела. Вы уточните, пожалуйста, ведь на стадии доследственной проверки нет Я уголовного сказал, дела. досудебное производство. Доследственной проверки, я вот до этого сказал, что Вы- три части. Да, До нет, понятно. следственной Ну вот проверки, я потом вот хотел возбуждение, потом уточнить, следствие. на Да, стадии доследственной проверки не может быть речи Да, об да. уголовном деле. Только после проверки. Да, может, я оговорился? Да, оговорились. Вот это хотел уточнить. Спасибо. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как происходит? Хорошо, мы читаем УПК. В данном случае зарегистрировано заявление. Каким образом идет доследственная проверка? 10 дней, 20 дней говорим. В какой момент уведомляется генеральный прокурор о том, что поступило заявление на судью? Как это происходит? Ну, в данном случае следователь об этом сообщает руководству тоже сообщает об этом в виде справки или рапорта, что в отношении судьи. То есть следователь сообщает своему руководству, да? Ну, Если мы непосредственно, возьмем, которые грубо сообщаются, говоря, МВД, возьмем ГКНБ, руководство, он сообщает прокурору, прокурору да. своего Надзирающему уровня, прокурору сообщается, да. своему надзирающему, Да. надзирающий уже выше генеральному Да, прокурору, да? Это каким-то образом прописано или это всего лишь практика, которая сложилась? Ну, обычно у нас это прописывается справкой, что имеется вот, да. Нет, мы говорим о том, Практика. где это написано, что нужно так именно поступать. Ну, это Сложившаяся практика, да? Сложившаяся практика просто. Понятно. Да. Ну, тогда вот в связи с вопросом нашей коллеги. Вот, ну, я по прошлой деятельности знаю, что, значит, любое сообщение о преступлении регистрируется соответствующим, на сегодня называется РП, да? Значит, ежедневно эта сводка о сообщенных, ну, что о регистрированных преступлениях доводится от дежурной части до верховного значит, субъекта. То есть, если от следователя до министра, от прокурора до генерального прокурора. То есть там есть необходимость специальной справки, специального сообщения, что вот именно вот в данном случае обратить внимание на судью, ведь и так в сообщении говорится о том, Всё что есть, правильно, ну, да? Сводок же очень много же, но когда поступает информация в отношении категории особых лиц, это все еще дополнительно как бы сообщается, что вот такая Ну, информация как правило, так я понимаю, вот даже дежурные части, это прокурор, органов прокуратуры, МВД, ГКНБ, они уведомлены о основах законодательства, понимаете? И они, наверное, не во всех там сплошь и рядом, там сколько преступлений, а выделяют, и я так понимаю, они сообщаются. То есть генеральный прокурор не может быть не уведомлен, да, о Всё таком правильно, да. совершенно преступлении, Всё да? правильно, Ваше честь. Понятно, спасибо. Всё правильно. Еще вопрос. У меня к вам вопрос такой, да? Мы сейчас именно говорили не о существе, как бы вот правового регулирования, да, а вообще возможности регистрации в ЕРП, ну, любого преступления, в том числе сообщения в отношении преступления, ну, скажем, в котором причастен или заподозрили судью, да. То есть это возможно на любой, в общем-то, на любом уровне. Вы согласны с этим, да? Да, я И вообще согласен. эта ситуация может каким-то, на ваш взгляд, как прокурорского работника, да? Я хочу просто напомнить, да, почему настолько тесное участие прокурора, скажем, в судьбе дела, которое может возникнуть в отношении судьи, да, для того, чтобы любые действия, начиная с первоначальных действий, имели законный характер. Никто не говорит, что, разумеется, все равны перед законом и судом, да. И за преступление каждый, в том числе судья, обязан нести ответственность. Другой вопрос, чтобы эта ситуация не использовалась вопреки государственным интересам, вопреки принципу независимости судьи. И к этому
наверное, мировое сообщество не просто так пришло, что в отношении судьи, оказывается, его независимость необходимо обеспечивать. И причем эти механизмы должны быть реальными, да? То есть на самом деле можем мы сегодня утверждать, что судьи не подвергаются давлению? Можем ли мы это? И вот поэтому с этой точки зрения, с точки зрения прокурора, да, который обязан надзирать за законностью, ну, в данном случае именно вот этих следственных или вообще действий в отношении судьи. Вот это вообще ситуация доследственной проверки, допустимости ряда следственных действий в этой стадии. И вообще допустимость, скажем, регистрации в ЕРП, в общем-то, получается любым сотрудникам, да, правоохранительных органов. Вот Да. скажите мне, пожалуйста, и вот эти 10-20 дней, на ваш взгляд, они никаким образом не влияют, да, на дальнейший ход развития этого дела? С точки зрения прокуратуры мы сейчас хотим это как бы зафиксировать именно как позицию органов прокуратуры. Вот, Потому что именно вокруг этого сейчас идет я понял, да, ваш честь, да. речь. Ну, здесь прежде всего надо смотреть на статус. Здесь идет все в статусе свидетелей. То есть ничьи интересы и права здесь особо не затрагиваются, ваша честь, а тем более в отношении судьи. В отношении судьи, как мы все знаем, предусмотрены во всех и в Конституции Кыргызской Республики, и в Конституционном законе о статусе судей Кыргызской Республики. Есть совет судей, который все это контролирует. Законы, Уголовно-процессуальный кодекс, специально особый порядок, весь предусмотрен. Здесь следователь в основном только проверяет, имеется ли здесь состав преступления или нет, в чьих-либо действиях, не только судьи. Естественно, если в этом ничего не доказано, то он отказывает. в Мы возбуждении сейчас не говорим о других ситуациях, мы говорим сейчас в отношении судей, да? Да, вот. Возможность регистрации в ЕРП любым сотрудникам и проведение первоначальных, да, каких-то процессуальных действий, да, на протяжении 10-20 дней, да, когда вы говорите, что никаким образом не может повлиять, вы считаете, что, в общем-то, вот эта ситуация она никак не может влиять, да, на принцип независимости судей? Ну, при рассмотрении конкретного дела. Вот. Ну, я считаю, что не является. Судья очень хорошо знает свои права. Ясно. Хорошо. Присаживайтесь.